Сельское хозяйство имеет особое значение для экономики страны и обеспечивает ее продовольственную безопасность. Для нашей республики эта отрасль является ключевой в экономическом развитии региона. Сегодня в условиях санкций особенно растет спрос на продукцию наших предприятий, что позволяет им расширять свои горизонты и рынок сбыта. Об одном из них расскажем в нашем следующем материале. Предприятие работает на калмыцком рынке более 20 лет. Сегодня здесь не только реализует экологически чистое калмыцкое мясо, но и занимается переработкой мясной продукции, изготовлением полуфабрикатов. Повар Зоя Салаева трудится в компании уже более 9 лет. Она рассказывает, что при приготовлении используется исключительно калмыцкое мясо. За смену выпускается до 80 килограммов холодца, по 70 килограммов печени в семчине, столько же рулетов из брюшины, а также 200 лотков дутура по 400 грамм. Ну да, я ж пробую, да. Я когда готовлю, я пробую на соль, там, на это, да, я пробую. Все у нас чистое, все экологическое. Все из чистого мяса. Нету ничего у нас, никакого, нет, без добавок. Пельменный цех был открыт 5 лет назад. Лепщицы рассказывают, что за смену одна работница изготовляет до 25 килограммов бюреков. Также тут производятся манты, хинкали, бузы, вареники с вишней, творогом, картофелем. Все в зависимости от самого процесса, от состава, какое тесто, какой фарш. В среднем 20-25 килограмм. Мальчики нам делают, уже готовый фарш поднимают нам. То есть мы к нему, нам принесли, мы слепили. Продукция здесь чистая, без добавления сои, чистое мясо. Да, мясо калмыцкое, наше производство. Мы только здесь и теперь берем эти бюрики. Очень вкусные, как дома. За 20 лет предприятие наладило производство различной продукции. Штат сотрудников более 100 человек. Введенные санкции никак не повлияли на деятельность, говорит технолог Байырта Тюрбеева. Более того, увеличены производственные мощности и закуплено новое оборудование. Байырта Батыровна отмечает, что вся техника отечественного производства и за годы эксплуатации не нуждалась в ремонте. На сегодняшний день мы производим несколько видов колбас, консервов, полуфабрикаты. Линейка полуфабриката у нас состоит где-то из более 20 видов наименований продукции. Сырье для производства мы приобретаем у наших местных производителей, поддерживаем своих производителей, ту же муку, тот же рис, что у нас произрастает в нашей республике. Мы сотрудничаем долгие годы с крестьянскими фермерскими хозяйствами, которые круглый год бесперебойно поставляют нам качественное мясо, за что им отдельное спасибо за их тяжелый труд. Предприятие продолжает успешно работать даже в условиях санкций и в период пандемии. Все сотрудники довольны условиями труда и гордятся качеством продукции. Компания ведет торговлю не только с местным общепитом, но и социальными учреждениями республики, а также экспортирует мясные изделия в соседние регионы страны. Чингис Тихонов, Ачир Бушаев, информационная программа День Республики.